Салам алейкум, братья казахи, уруяхал сахалар. Я сегодня хочу поговорить об этих двух народах. Я раньше думал, что у нашего народа нет братского народа. Например, как у татары, башкиры, братские народы, буряты, монголы, чечены, ингуши, турки, азербайджанцы, русские и украинцы, но несмотря на политические предряги, но они все равно остаются братскими народами и так далее. А у нас своя вера, мы живем вдали от всех там. То есть я думал, что у нас нет братского народа. Потом, с развитием интернета, что ли, в последнее время очень много читаю, чувствую, вижу, слышу братское отношение со стороны казахов. Они очень много пишут комментариев там под разными постами, что уехал Сахалар, салам Саха, народу Саха, братский народ Саха и так далее. И это очень приятно. Очень приятно, когда кто-то считает тебя, твой народ, братским народом. И вдвойне приятно, что это именно казахи, потому что у нас очень много схожего с казахами, хочу сказать. Казахи снимают очень хорошие фильмы. Это, наверное, многие знают. И я считаю, самой кинематографической республикой в странах СНГ это Казахстан. У них очень такой философский, качественный, жизненные фильмы. И республика Саха тоже считается кинематографической республикой в масштабах России. После Москвы и Питера самое большое количество выпускаемых фильмов это у нас в Якутии. Правда, у нас фильмы в основном комические, комедийные. Пока не снимаем серьезных фильмов, как казахи, но дело все равно, что есть контент, есть, люди снимают, люди работают, кассу собирают в кинотеатрах, поэтому у нас в этой части есть схожесть. Давайте подойдем к спорту. В этом году, в 2019 году, в Екатеринбурге прошел чемпионат мира по боксу. Вот там после Узбекистана и России Казахстан занял общекомандное 3-е место. Красавчики. После этого через месяц, по-моему, или через полтора, в Астане, столице Казахстана, прошел чемпионат мира по вольной борьбе. И там, после России, Казахстан занял 2-е место, оставив позади себя такие страны, как США, Иран и так далее. То есть тоже очень хороший показатель в общекомандном зачете. То есть в двух таких популярных единоборствах Казахстан входит в 3-ку сильнейших команд мира. Согласно по этим статистикам, которые прошли в этом году. Что касается народа Саха, у нас есть олимпийские чемпионы по вольной борьбе, у нас есть олимпийские призеры по боксу, чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры мира, чемпионы Европы и так далее. То есть у нас тоже основной показатель по спорту это борьба и бокс. Тоже вижу схожесть в этом направлении. Если даже взять элементарно сетевые маркетинги, которые финансовые пирамиды, можно сказать, или сетевые маркетинги, или сетевые компании, хоть как можно назвать, но они очень хорошо стреляют в Якутии в масштабах, среди регионов России. И Якутия считается таким регионом, который хавает и ловит хайп на таких компаниях. А среди стран постсоветского пространства, опять-таки, Казахстан является таковым государством, где тоже финансовые пирамиды, сетевые маркетинги тоже стреляют. То есть это
важно. Факт в том, что есть вот такая схожесть между нами. Но я думаю, что умные все-таки, потому что прогрессивные, быстро обучаются, быстро изучают, быстро хватаются, быстро внедряют в жизнь и так далее. То есть тут какая-то все равно, какой-то плюс все равно, мне кажется, имеется. Со мной в Подмосковье служил парень казах, Гимран Шубаров. Ну, их было много, но вроде у меня был один. А так в части их было много, российских казахов именно. У меня был парень, друг казах, Гимран Шубаров из Волгограда. И мы с ним очень хорошо служили, держали роту свою. И на близлежащие роты тоже наводили страх. Два брата узкоглазых два брата. И я его звал казах братом, он меня звал саха братом. И когда вот мы с ним только познакомились, он позвонил своему отцу и сказал: отец, у меня тут типа пришел парень саха, со мной будет служить и так далее. И отец ему сказал: сынок, давай дружись с этим парнем, держись его, саха хорошие ребята, достойные ребята, надежные ребята и так далее. И оказывается, его отец Гали Шубаров, ну, отчество у Гимрана Галиевич, я не знаю, Гали или Гали, наверное, скорее всего. Он служил в советское время в Монголии, и когда он туда пришел, там 5 саха держали всю дивизию прям в железном кулаке. И он это увидел, прям зауважал наш народ, и это на всю жизнь остался. Понимаете? То есть вот эти 5 парней оставили о себе хорошее мнение, и, соответственно, о своем народе тоже. И поэтому вот этот момент нас очень сблизил, опять же. И вот мы с ним общались по телефону раньше, потом сейчас, к сожалению, потерялись. Он в последнее время был в Саратове, там автомойку открыл, сказал, давай в Якутии будем выращивать арбузы, что-то планировал. И, к сожалению, мы сейчас потерялись. В Инстаграме его нет, в Фейсбуке нет, ВКонтакте не заходит. Я телефон новый купил, когда вот айфоны пришли, старый Android выкинул, или не знаю, куда-то дел, и там у меня потерялся его номер. Получается, я бы очень был бы рад его сейчас найти. Если кто-то его знает, пожалуйста, дайте его координаты, мои координаты можете ему дать. И еще у меня один друг, ну не то что один друг, лучший друг есть здесь в Якутске, Дьяконов Наби Алаевич, он наполовину казах. У него вот получается имя казахское Наби, потом фамилия у него по матери Дьяконов. Но он считает себя очень патриотом своей республики Якутии, да. У него 3 детей, и все 3 детей у него у всех якутские имена. То есть, но он все равно наполовину казах, и мы с ним очень хорошо дружим. Поэтому лично я считаю казахский народ братским народом, и хотел бы, чтобы другие представители моего народа, также и казахского народа, тоже считали это так же, потому что у нас очень много общего. Даже наши красавицы, девушки считаются самыми красивыми девушками вот среди азиаток, да, вот в постсоветском пространстве. И в общем, надеюсь, я донес до вас ту информацию, которую хотел сказать. И если, ребята, вы смотрите это видео, да, и казахи, и саха, пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу. Репостните, лайкайте и так далее. Ну все, желаю всем удачи, счастья, чтобы все было у вас хорошо. И я думаю, нынче, если казахская команда будет приходить к нам на соревнования, я буду с ними встречаться и буду
уделять внимание этим ребятам, кто бы там ни был. А вот забыл еще один момент. Среди стран постсоветского пространства у Казахстана самая большая территория страны. А в России самая большая территория это у нас, у Якутии, 1/5 часть России. То есть и у нас, и у них большие земли. Если взять UFC, то из Казахстана вот в этом году дебютировал первый боец Дамир Исмагулов, но он сам казах, но из Оренбурга. Сейчас у него серия из 3 побед. И UFC тоже из азиатских республик первым подписал контракт наш боец Григорий Попов, но, к сожалению, первый бой проиграл в Чикаго. И сейчас 9 ноября будет биться в Москве. Поэтому желаю дальнейших побед этим ребятам, Григорию и Дамиру. Из тюркских народов, по-моему, вот Дамир был первый, потом Григорий, и вот недавно подписал боец UFC из Узбекистана. По-моему, больше там никого нет. Так что вот так, ребята. Дальше бьемся, побеждаем. И вперед.